Мы не имеем права говорить даже о создании своего государства. Почему не имеем права? Без государства мы не можем ни себя сохранить, ни язык сохранить. Скажите, пожалуйста, вы пытались пройти в зал суда? Мы пытались, мы уже привыкли к тому, что нас туда и близко не подпускают под разными предлогами. Поэтому мы вынуждены стоять здесь. Мы ходим постоянно на суды, и в морозы стоим на улице, и в жару стоим на улице. Хотя у нас есть и маски, и перчатки, они говорят, что пандемия, коронавирус, они боятся, что в зале заседаний будет шум, вот, поэтому они не пускают. Вот маска, у нас у всех маски, мы бы хотели все попасть туда, в зал заседаний. Они хотят только шито-крыто сделать суд. Фарид Закиев, председатель ФТОЦа, заявил меня в качестве свидетеля, но по каким-то причинам суд не прислал повестку о вызове в суд в качестве свидетеля. Сегодня я сюда явился как положено, то есть до заседания суда, маска, паспорт с собой. Но судебные приставы отказались меня пропустить ввиду того, что у меня нет документального подтверждения о вызове меня в суд. Мы пришли выразить свою гражданскую позицию, сказать о том, что тут происходит просто политические репрессии, включен маховик политических репрессий. ФТОЦ никогда не являлся экстремистской организацией. ФТОЦ существует в Татарстане порядка более 30 лет и никогда никаких противоправных действий не совершали, иначе бы их давно закрыли. Устав ФТОЦа тоже не является экстремистским, иначе бы их не зарегистрировали как общественное движение. Да? То есть почему-то именно сейчас решили зачистить политическое пространство. Я полагаю, что все это делается властями перед выборами. Вот, налицо у нас зачистка ФБК. Сейчас взялись за ФТОЦ. За кем потом придут, непонятно. Это вообще, как можно людей, которые мирно защищают просто свой народный, родной язык, это значит перечеркнуть всю историю. Это вообще просто непонятно. Вот мы просто думали, что этот иск прокуратуры, он сам по себе отойдет. ТОЦ было создано при Шаймиеве. Шаймиев активно поддерживал в ТОЦ. А сейчас их как ненужную организацию просто скидывают со счетов. Попользовались и скинули. Нет, ребята, так нельзя. Как истинная татарка, дочь татарского народа, я не могу оставаться в стороне равнодушной и наблюдать, как единственную на сегодняшний день организацию, которая имеет храбрость, решимость и желание защищать родной татарский язык от исчезновения, его пытают, эту организацию, придуманными методами пытаются очернить, уничтожить. Все достижения Татарстана – это заслуга Татарского общественного центра. А сегодня ТОС судят. Его хотят ликвидировать, и не только ликвидировать, а объявить экстремистами. Это в корне неправильно. Власть придержащие должны думать о том, что будет дальше, что ждет Татарстан. Почему эти шовинистические силы сегодня появились, которые кричат «Россия для русских»? Почему у них такая короткая память? Сегодня мы сюда пришли, чтобы защитить от этого тлетворного влияния татарский язык. Это самое святое у нации, у каждого человека.